алейкум, Рушен. Байрам хайырлы olsun. Селям алейкум, Айше. Байрам – это же праздник, правильно? А с каким тогда праздником ты меня поздравляешь? Международным днем родного языка, который отмечается в целом мире 21 февраля. Халкара ана теле куню. Ну, Анатолий и Кунь, я знаю, что это за слова, это родной язык и день, а халкара, я так понимаю, это международный? Все верно. И так как наш родной крымско-татарский язык один из языков мира, для нас 21 февраля стал днем крымско-татарского языка. Кстати, помнишь, в наше первое занятие Тимур Оджа подробнее рассказывал об этом? С разрешения Тимур Оджа хочу дополнить его рассказ о родном языке. Крымско-татарский язык по-настоящему уникален. Благодаря богатству своих диалектов он относится сразу к двум группам тюркских языков – огузской и кыпчакской. Зная крымско-татарский язык, можно свободно общаться с носителями огузской группы – это турки, азербайджанцы, узбеки, гагаузы и так далее. И с носителями кыпчакской группы – это казахи и киргизы. Ну ничего себе, я думал, английский язык открывает двери в мир, но, как оказалось, наш родной язык не отстает. Более того, на кыпчакских языках разговаривают более 20 миллионов, а на огузских более 125 миллионов человек. То есть, зная крымско-татарский язык, я смогу общаться со 150 миллионами людей? Да, Рушен, верно. И нам нужно об этом рассказать всем нашим ровесникам, убедить их в том, что важно знать родной язык и сохранять его. Селям алейкум, достларым. Сегодня, когда мы говорим о Дне родного языка, встретиться с вами особенно приятно, ведь цель, которую вы поставили перед собой, она самая важная для нас. Это знать и сохранить родной язык. Айше, ты прекрасный учитель. Рушен, так держать. Запоминай новые слова, учи правила, пытайся говорить и не бойся ошибаться. Не спотыкается в пути лишь тот, кто никуда не идет. Ох, что-то я сегодня расчувствовался, но не рассчитывайте, я не забыл о домашнем задании. Давайте посмотрим, как Рушен его выполнил. Первое задание. Бырынджи вазифе. Вместо точек нужно было поставить аффиксы винительного падежа «н» или «ни». Достны, қарны, қышны, яғмурны, қарғаны, бульбульны, бостанны, гүлны, адлиежины, мимарны. Второе задание. Экынджи вазифе. Нужно было распределить слова по падежам – именительному, родительному, дательно-направительному и винительному. Достум, турна, деңізжі, қорамта. Достумның, турнаның, деңізжінің, қорамтаның. Достума, турнаға, деңізжіге, қорамтаға. Достумны, турнаны, деңізжіні, қорамтаны. Третье задание. Учинджи вазифе. Нужно было составить предложение из представленного набора слов и перевести их на русский язык. Біз гүзел Крымны севеміз. Мы любим наш прекрасный Крым. Қартана бүгін торынларыны беклей. Бабушка сегодня ждет внуков. Амет қыз қардашыны корды. Амет увидел младшую сестру. Молодец, Рушен, ошибок нет. А как дела у вас? Были ошибки? Наверное, да. Но вы не расстраивайтесь. Продолжайте заниматься и шаг за шагом идите вперед. Айша, мы с тобой говорили о Дне родного языка. Как будут все дни недели по крымско-татарски? Молодец, Рушен, ты наконец-то начинаешь задавать тон нашим занятиям. Башлаймас, начинаем. Итак, первый день недели – понедельник. Базар РТС. Базар – это рынок, базар. РТН, РТС – это утро. Кстати, РТ – это рано. Есть и синоним к слову утро – саба. Ну, саба я знаю, что это такое. Помню, что учила меня здороваться. Саба шерифлераннес, харлы олсун. Салы – вторник. Кстати, этот день недели считается у нас тяжелым днем, как понедельник у русских. Поэтому во вторник важных дел не начинают. Хорошо, спасибо, что сказала, я обязательно это запомню. А дальше? Среда – чаршанбе. Чаршанбе. Джума акшамы – четверг. Джума – пятница. Джума РТС – суббота. Попробуй сам объяснить, почему эти дни недели так называются. Ну, я так понимаю, главное слово здесь джума. Джума... ну да, это пятница. Я помню, есть Джума Джами в Евпатории, в Кизлеве. Я был там несколько раз. Это переводится как пятничная мечеть. Еще ее называют хан Джами. Правильно? Все верно. Так как переводится четверг? Почему четверг это Джума Ахшамы? Так, четверг Джума Ахшамы. Главное слово здесь Джума Ахшамы. Но если это дословно, то это вечер перед пятницей. Но как-то не очень красиво звучит. Ну день перед пятницей. То есть как раз-таки день до пятницы, четверг. А суббота, Джума РТС, это день после пятницы, то есть утро после пятницы. Все верно.
Теперь мы дошли до воскресенья. Базар куню. Буквально день базара. Видимо, в старину базары работали только по воскресеньям, поэтому наши предки их так и назвали. Да и сейчас мы в основном ходим за покупками именно в этот день недели. Воскресенье. Базар куню. Базар РТС. Понедельник. Салы. Вторник. Чаршенбе. Среда. Джума Ахшамы. Четверг. Джума. Пятница. Джума РТС. Суббота. Базар Куню. Воскресенье. А как будет неделя? Неделя по-краснодарски авто. Авто обязательно запишу. И чтобы ты не расслаблялся, просклоняй слово авто в 4 падежах, которые ты уже знаешь. Ладно, давай. Именительный падеж не авто, родительный не нон автонон, дательно-направительный неге автога, правильно? И винительный не автонон. А теперь попробуй просклонить слово кунь, день. Так, день кунь, кунин, куньге и куни. Молодец. Ого, молодцы! Вы хорошо поработали с уже известными 4 падежами. Осталось подчинить еще 2 падежа крымско-татарского языка. Начнем с местного падежа. По-крымско-татарски ер-келеші. Он так называется не потому, что он местный, а не какой-то там приезжий. Название падежа от слова ер – место. И оно говорит само за себя. Слова в местном падеже в крымско-татарском языке означает местонахождение предмета. Но бывает, что местный падеж указывает на временные отношения. Посмотрите на эту таблицу, сделайте скриншот, это вам пригодится. Ер-келеші – местный падеж. Кімде – у кого, на ком, в ком. Неде – у чего, на чем, в чем. Кайда – где, куда. Нерде – где, в каком месте. Невакыт – в какое время, когда. Аффиксы та, да, те, де. А теперь подробнее. Начнем с аффиксов. Их всего 4. Варианты для твердых, мягких, звонких и глухих звуков. И слова в местном падеже образуются прибавлением этих аффиксов. Кыш – зима, кышта – зимой. Азбар – двор, азбарда – во дворе. Тепсы – тарелка. Тепсыде – в тарелке. Айша и Рушен, скажите, какой нужно использовать аффикс местного падежа? Аффиксы та-те используются, если основа слова заканчивается на глухой согласный, а аффиксы да-де используются, если основа заканчивается на звонкий согласный. Так это правило созвучия. Если в слове основе последний звук гласный твердый, то мы ставим твердое та, да. Правильно? Да, все верно. А если последний мягкий, то мы ставим мягкий та, те. Нет. Де-те. Де-те. Но это правило созвучия. Машалла. Теперь поговорим о вопросах местного падежа. Глядя на таблицу, вы, скорее всего, заметили, что крымско-татарский местный падеж в чем-то похож на предложный падеж русского языка с его вопросами о ком, о чем. Убедитесь сами. На чем? На столе. Неде. Масада. В чем? В воде. Неде. Сувда. В ком? В человеке. Кымде – инсанда. Кроме того, местный падеж соответствует родительному падежу русского языка с предлогом «у». У кого? У моего отца. Кымде – бабамда. И, конечно, слова в местном падеже указывают на место и время, отвечая на вопросы «кайда» – куда, где, нерде – где, невахыт – когда, в какое время. Рушен, ты все понял? Мы с тобой местные, и падеж у нас местный. Ер-келеші. Тимур-Раджа нам все подробно объяснил. Работаем по привычной нам схеме. Я тебе говорю слово по-русски, ты его переводишь на родной язык в местном падеже. Хорошо. Смотри в таблицу, которую тебе дал Тимур-Раджа, она тебе поможет. Итак, слово «софра». Так, софра – это обеденный стол. На чем или где? Неден, нерде. Нерде. Нерде, софрада. Все верно. Усложняю задачу. Ахшам, саба и агам. Так, у кого кимде агамда, то есть у моего старшего брата, во сколько невахат сабада ахшамда, то есть утром или вечером. Машалла. Теперь попробуй составить простые предложения и помни о порядке слов. Я помню, что вначале идет подлежащее, а потом сказуемое. Так, ну давай. Я живу в Симферополе.
Мен ахмеждит те яшаем. Мой друг живет в Бахчисарае. Меным достум. Меным достум. Меным достум. Бахчисарай, да? Яшаем. Яшай. Яшай. Догру. Правильно. Итак, пришло время рассказать о последнем падеже. Исходный падеж. Чекыш келеша. От слова чекыш. Выход, уход, исход. И вы, скорее всего, понимаете, почему он так называется. А сейчас посмотрите таблицу, скопируйте ее и держите под рукой. Чекыш келеша. Исходный падеж. От кого? Из кого? Неден. От чего? Из чего? Неерден. Откуда? Невахаттан. С какого времени? Кмнен. С кем? Ненен. С чем? Аффиксы. Тан, дан, тен, ден, нен. Исходный падеж обозначает исходный пункт действия, движения, то есть откуда исходит действие, откуда начинается движение. И делается это с помощью аффиксов ден, дан, тен, тан. Кстати, еще их называют аффиксами отправления. Это можно увидеть на примерах слов, отвечающих на вопросы «от кого?», «из кого?», «от чего?», «из чего?», «откуда?». Хаберны мен Айшеден эшеттым. Новость я услышал от Айше. От кого? От Айше. Кымден, Айшеден. О Ялтадан кельді. Он приехал из Ялты. Откуда? Из Ялты. Неерден, Ялтадан. Мен оны судан чықардым. Я вытащил это из воды. Из чего? Из воды. Неден, судан. У исходного падежа есть и временное значение, отмечающее, с какого момента началось действие или движение. Дерслер сабадан башлана. Уроки начинаются с утра. С какого времени? С утра. Невахыттан. Сабадан. Еще одно значение слов в исходном падеже. Из какого материала сделан предмет? Бу пычак демірден япылған. И, наконец, к исходному падежу относятся слова, отвечающие на вопрос «с кем?», «с чем?». Мен анамнен концертке бардым. Я ходил на концерт с мамой. С кем? С мамой. Кымнен. Анамнен. Да, последний падеж оказался богатым на вопросы и назначение слов. А ты не переживай, просто вспомни, что он исходный, и все само по себе уложится. От кого, от чего, откуда, с какого времени, с кем и с чем. Не переживай, все предельно просто. Ну, в принципе, я готов. Меня впереди ждут еще 150 миллионов друзей. Да, теперь у тебя есть стимул, поэтому начинаем. Не забывай заглядывать в таблицу. Ага. Итак, ала, шеер, автобус, университет, кар. Алладан, шерден, автобус нен, университет нен и хардан. Догру, правильно, молодец. А теперь давай посмотрим видео, которое подготовили мои друзья. Сіз қайерден келдіңіз? Мен Кезлевден келдім. Сіз Кезлевден не вақыт келдіңіз? Мен Саба келдім. Бұл китапны қайдан тапайым? Бұл китап Масада еді. Сен бұл китапны қайерден алдың? Мен бұл китапны китапханеден алдым. Пычақ неден япылған? Пычақ демірден япылған. Бұл пычақны кімден алдың? Бұл пычақны эмжемден алдым. Составим простые предложения. Я буду задавать тебе вопрос, а ты отвечай на него. Ну, давай попробуем, хотя это довольно сложно для меня, но пора бы начать, да и пообещай, что с тяжелыми и неизвестными для меня словами ты поможешь. Хорошо, Яхше. У кого ты взял розу? Роза – гуль, брать, алмак. Ага, получается мен гульни, достумдан, алдым. 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 Я взял розу у своего друга. На чем ты приехал в кафе? Мен кофеге, таксинен, алдым. Кельдым. Мен кофеге, таксинен, кельдым. Я приехал в кафе на такси. Откуда ты приехал в Ахмезджит? Мен Ахмезджитке, Ялтадан. Ялтадан, кельдым. Я приехал в Симферополь из Ялты. С кем ты пойдешь в университет? Идти, бармак. Сал, мен университетке, Русланен, Бараджа. Бараджам. Правильно? Да, все правильно. Машалла, Рушен. Итак, друзья, у нас сегодня был очень плодотворный день. Мы сегодня славно поработали и смело можно сказать, мы с вами освоили все 6 падежей крымско-татарского языка. Признайтесь, поначалу казалось, что это очень сложно. Куча вопросов, 2 кучи аффиксов. Но, как вы сами убедились, эти сложности вполне преодолимы. Главное – внимательность и желание изучать родной язык. Давайте запишем домашнее задание.
Первое задание. Бырынчи вазифе. Вместо точек поставьте аффиксы местного и исходного падежей. Второе задание. Экончи вазифе. Вместо точек напишите аффиксы местного и исходного падежей к личным местоимениям. Третье задание. Учинчи вазифе. Переведите предложение на крымско-татарский язык.